Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами погадаем на очень интересную тему, на оракуле интуиции. Вы его тоже видите впервые сегодня. Как найти себя? Как мне найти себя, многие спрашивают. Как понять, чем мне нравится заниматься, что мне делать. Вот. И именно будет совет, а как найти себя. То есть не то, чем вам нужно заниматься, потому что вас много. И 3 позиции, 3 дела, которыми будете заниматься, вы не можете распределить на 3 группы и все, да. Но как найти себя, каким способом, да, и может быть действительно какое-то направление. Конечно же, карты могут вам подсказать, это будет интересно. Вот этот оракул, видите, такой блестит у него коробочка, очень красивый оракул. Вот, кстати, издательство хотела посмотреть. Что-то не вижу. Ну ладно, потом найдем с вами. Вот здесь, наверное. Да? Вот видите, книжка какая-то уже красивая. Дикая Аманда. Дикая Аманда. Где же издательство указано? Издательство. Ларус. Ларус. Наверное. Вообще шикарно, конечно. Выглядит. Видите, карты с великолепным таким золотым краем. Сами все тоже переливаются. Ну, шикарные карты вообще. Думаю, что этот оракул должен прийтись вам по душе. Итак, как вам найти себя? Вот прям совет. Да, совет. Как вам найти себя? Кстати, довольно крупные карты. Видите, тасую колоду и чуть-чуть гнется как будто, да? Это надо приноровиться еще. Как вам найти себя? Вот смотрите, давайте вот первая карта покажет вообще, правильно ли вы сейчас двигаетесь, вот, может быть, вы уже себя нашли, или что-то вот про вас, да, про вас. Вот первая карта расскажет про вас. Правильно ли вы двигаетесь, или, может быть, нашли себя, или не нашли себя, или совсем неправильно все, да? Вот первая позиция. Вторая позиция. И третья позиция. Как найти себя? Многие не знают, как найти себя. Как мне найти себя? Спросите. Спросите свою интуицию. Она у вас должна работать. Это же оракул интуиции. И потом выбирайте интуитивно свою позицию. Вы в ней увидите сразу же первой картой, в каком вы сейчас положении. Да? Правильно ли вы идете? По тому ли пути? Туда ли вы думаете или не туда? И надеюсь, что все выбрали. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Начинаю с первой позиции. Как найти себя? Итак. Наше первое розовое сердечко такое красивое. О, как мне нравятся эти камушки вот такие. Вообще. Итак, кто вы у нас сейчас? Вот правильно ли вы двигаетесь, да? Ну, смотрите. Карта же это показывает, что идет момент, когда вы должны что-то отпустить в жизни. И вот вы сейчас заняты, наверное, тем, что пытаетесь отпустить все ненужное от себя. Пытаетесь избавиться. Избавиться, может быть, от какого-то груза прошлого, да? Или от навязанных вам стереотипов. Ну, например, родители навязали стереотип какой-то, да, там близкие люди, или даже та местность, где вы живете, тот город там, или та страна, где вы живете, да. То есть вот какая-то окружающая действительность. Или вы имели какие-то убеждения негативные. То есть вы все пытаетесь очистить. И, конечно, мы в жизни все контролировать не можем. Нужно научиться принимать просто свою жизнь так, как она есть. Вот. И даже если вам кажется страшно, опасно, вам все равно нужно двигаться вперед. Вот. Невозможно всегда себя избавлять от опасности или от проблем. То есть многие люди, знаете, когда сталкиваются с проблемами, они думают так:
Так быть не должно. Да? Значит, что я буду делать? Я буду искать источник негатива, потому что иметь проблемы для меня неестественно. Как же неестественно? Жизнь состоит из проблем. И наоборот, естественно иметь проблемы, неестественно их не иметь. Вот. И все контролировать – это привычка, она довольно дурная. Поэтому вы стараетесь сейчас от нее избавиться. То есть все отпустить от себя. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, а как вам найти себя? И куда вы в итоге пойдете? Как вам найти себя? И вот как бы будем смотреть некое ваше направление, да? Как вам найти себя и ваше, куда вы будете двигаться, куда вы будете идти. Итак, первая карта у нас самая важная. Именно как найти себя – это быть собой. То есть вам нужно понять сначала, кто вы истинный человек, кто вы в душе. Быть собой во всем, быть собой естественным. Допустим, вы стесняетесь того, что вы злитесь. Вам не надо стесняться. Я злюсь, и все, это нормальное мое состояние. Или вы стесняетесь того, что испытываете раздражение. Или, допустим, презрение к чему-то, к кому-то. Вам не надо стесняться. Вам постараться нужно быть тем человеком, который вы являетесь, и с теми чувствами, которые у вас есть. Понимаете? Вам нужно действовать согласно тому, кто вы есть. Ну, то есть, согласно вере в себя. Если вы будете верить в себя, вы в любом случае будете знать, что вы делаете правильно, что вы идете по жизни правильно. И делать нужно вообще вот каждый день всегда то, что нравится. Тогда вы будете искать себя. То есть будьте собой в каком смысле? Вот еще. Многие стесняются, что они хотят есть. Или они не хотят утром бегать, а хотят встретить утро шампанским. Или они стесняются того, что они не накачали себе вареники, а другие накачали. Понимаете? То есть нужно сесть и понять, а что нравится именно мне. Вот я люблю смотреть, допустим, детективные сериалы. И тогда, когда у меня появится свободная минута, я не буду делать то, что другие хотят от меня. Я буду смотреть детективные сериалы. Потому что я от этого счастливым себя человеком ощущаю. Все. Плохо это кому-то кажется, хорошо. Или кто-то скажет, что я прячусь в выдуманный мир детективных сериалов. Мне плевать. Вот вам нужно вот это прям уяснить в своей голове. Любите вы вязать коврики круглые из резаных тряпок? Вам жалко выкидывать поношенные вещи. Вы вяжете коврики. Даже если их никто никогда не купит или не берет себе домой. Но вам нравится вязать коврики. Кстати, их можно продать на самом деле. Вот, просто нужно выставить там, где они продаются, где-нибудь. Ну, вот для этого, вот я в Германии живу, для этого есть блошиные рынки, да. Вот такие вот всякие штуки продают тут без проблем. Но вот вам надо вот понять, мне нравится вязать коврики, я их вяжу там не на продажу, а вообще просто нравится их вязать, да. Все, вяжите, вяжите. Кто-то вам скажет, ну ты какой дурак, вяжешь коврики. Хочу вязать, вяжу, все. Вот понимаете, вот вам надо прям осознать, что вы не глупости делаете, а то, от чего вы бываете счастливы. И многие считают, вот заедать стресс нельзя. Понимаете, да, есть разъевшиеся люди, действительно, которые там, ну, уже 200-300 килограмм, это понятно. Но большинство людей не могут столько съесть на самом деле. И все равно себя пытаются постоянно, когда они же все равно едят. Но себя все время ограничивают и начинают стыдить. А зачем? Ты все равно поела. Чего ты себя уже теперь гнобишь-то еще за это? Вот понимаете, если уже поела, смысл. Вот. И плюс постоянное осуждение такое в голове. Вот отпустите это осуждение. Ну, уже поела, если не смогла сдержаться. Чего уже осуждать-то? Бесполезно это. Я вот, наоборот, всегда каждый день стараюсь расслабиться. Даже в еде пусть я пытаюсь расслабиться. Не хочу контролировать. Не хочу. Я пытаюсь... У меня с гиперконтролем первая проблема в жизни. И вот я каждый день пытаюсь отпустить.
И вы знаете, помогает. Помогает. Вот первая карта вам очень должна помогать. Вы, кстати, можете даже себе где-то написать: я могу быть собой. Да? Я могу быть собой. Я могу показать себя истинного. И эту аффирмацию повторять постоянно. Каждый день можно по 15-30 минут повторять аффирмацию. Вы увидите большие результаты. И причем обратите внимание, дальше у вас идет пояснение, да, то есть следующая карта, как выбор направления, шаманская душа. Почему так? Потому что вы себя не знали, а у вас, скорее всего, душа шамана. И когда вы поймете себя, вообще ни одна ведьма, ни один шаман, ни один колдун там в мире, да, это природные такие люди, они никогда не склонялись к тому, чтобы за кем-то повторять, чего-то стесняться. Хочу, съем жабу. Хочу, буду вызывать дождь или варить колдовское зелье. Одену разноцветные тряпки. Ничего страшного. Понимаете? Вот. И, конечно, эта карта напоминает о важности воссоединения с вашим внутренним шаманом. То есть это действительно есть. Значит, вы в какой-то жизни были шаманом. Душа шамана. Или ваши предки были шаманами. Значит, вам надо воссоединиться. Это ваше направление. И вот посмотрите, куда все-таки вы выходите. Вы выходите в сострадание. Может, оно раньше вас даже не посещало. Сострадать-то в первую очередь нужно кому? Себе. Как все время говорит Садхгуру, который очень много работает с людьми в своем ашраме в штате Тамилнаду. У него Иша-центр, Иша-ашрам. Вот он все время говорит, что вы мучаете бедное то вот тело, которым вы распоряжаетесь. Вы его прям над ним издеваетесь. Прям злостью мучаете, агрессией, критикой постоянной. Зачем? Сострадать нужно в первую очередь себе. Но раз вы не отождествляете себя с телом, вам нужно сострадать телу. Вы его мучили, свое тело. Да? И вам нужно научиться его жалеть, ему сострадать, его любить. Вот, поэтому вы выходите в сострадание, сострадаешь себе, сострадаешь другим. И вот смотрите, тут дракон. Дракон, он имеет значение благодетеля для человечества, мудрости, да, защиты, храбрости. И он является добрым существом. Конечно, нельзя делать дракона своим врагом никогда. Нужно брать с него пример доброты, да? А не того, каким он умеет быть врагом. Потому что он очень сильный. Но представляете, в тебе есть гигантская сила дракона, а ты добрый. В тебе есть невероятная сила дракона, а ты сострадательный. Это ж круто. Круто. И я думаю, что вы понимаете теперь, как вам искать свое направление. Воспользуйтесь вот этими советами этих замечательных карт. И уже через короткое время вы увидите, что вам нравится чем-то заниматься без проблем. И вы можете это делать. Просто нужно делать это с душой, и все. Ну, вот такая у нас первая позиция. А мы идем дальше. Красное сердечко. Позиция номер 2. Как мне найти себя? Спрашиваете вы у карт в гадании. И первая карта, а может, вы уже нашли? В каком вы положении? Или вы неправильно идете? Или правильно? Какая вам классная карта выпала. Пардон. Все всегда знали по-французски, наверное, пару слов. И одно из них это было слово «пардон». Прошу прощения. Простите. Ну, это карта прощения. Вы сейчас в стадии прощения. Зачем вам прощение? Прощение всегда позволяет двигаться вперед. Ты никогда не сможешь двигаться вперед, пока ты не простишь. Ты будешь стоять на одном месте и страдать, пока ты не смог простить кого-то.
И пока не простишь, не двигаешься, значит, нужно прощать. Правильно? Нужно прощать. И вы в стадии прощения. А значит, вы к этому уже почти пришли или уже пришли, и все это понимаете, и вот правильно движетесь. Правильно, абсолютно. Вы в каком-то абсолютно верном направлении мыслите. А значит, что вам крупно повезло. Вы уже почти у цели, да, вы уже почти у цели. Хорошо. Как мне найти себя, спрашиваете вы у карт. Как вам найти себя? Сейчас посмотрим именно как найти себя, да, как найти себя. И направление, куда же вы пойдете дальше, что же будет. И вот сначала мы видим карту «Современное волшебство». Так интересно. Кстати, многих завораживает такая картинка бурлящего котла, правильно? Как найти себя? Ну, волшебный котел, он представляет собой вашу внутреннюю силу на самом деле. И вы можете стать волшебником или ведьмой, ну, просто современным. Чтобы найти себя, нужно приобщиться к магии, к эзотерике, активировать свои способности, гадать на картах Таро. Или вообще изучать разные руны, оракулы, хиромантией интересоваться или еще чем-то таким. И вы найдете себя. У вас есть эзотерическое направление. А значит, именно это вам и нужно. Раскрывать свой магический потенциал. И через это вы найдете и то, что вам дальше в жизни нравится, и к чему приобщиться больше. Сначала перепробовать, может быть, да? Там, не знаю, какую-нибудь фитотерапию изучить или там кристаллы, разные карты Ленорман, оракул Белины, может быть, да? Кипер попробуйте. Руны, Таро, игральные. Попробуйте все. Попробуйте различные виды магии почитать. Черную, белую, там, магию крови, зеленую, всякие. Просто вы совсем ознакомьтесь потихоньку, помаленьку. Что из этого вас интересует больше? Что завораживает, что вам прям вы смотрите на это и вы обожаете, вам нравится. Это и берите для изучения первым. А дальше оно само пойдет. И ваше направление – это радость. Естественно. Вас вообще высшие силы пригласили развивать эту внутреннюю радость. Вам же нравится что-то такое, ну, знаете, как волшебное, магическое. Можно даже готический стиль попробовать, или черный маникюр, красивые подводки, накладные ресницы, или еще что-то. Или нарощенные. Попробуйте ведьминский стиль. Вот такой вот стиль сейчас очень модный, приятный, интересный. Многие носят это или там делают татуировки. Попробуйте что-то. Может быть, мандалы рисовать. И это вызовет у вас радость. То есть у вас следующее направление – это радость. Вы начнете заниматься чем-то эзотерическим, это принесет вам большое счастье. Ну а за этим следует логически любовь к себе. Эта карта показывает любовь к себе. Вы полюбите себя. Вы знаете, чтобы полюбить кого-то в этом мире, нужно в первую очередь любить себя. Обожать себя, холить себя, лелеять. Но вот не в том, может быть, даже смысле, как вы это представляете, как вам это внушили. Попробуйте расслабиться, понять, что нравится именно вам, от чего вы кайфуете. Вот у меня есть группа ВКонтакте. Она называется «Загадки интуиции». Раньше называлась диагностика сканирования целителями. Сейчас я ее переименовала, потому что там диагностики и сканирования больше нет. Но там я выставляю задания, чтобы проверять свою интуицию. Допустим, какого года постройки этот дом. Или как зовут женщину, определите по глазам. Ну, там варианты, 10 вариантов, 9 вариантов, опрос. И, мол, угадывай. Развивай интуицию, способности, да. Этой группе много лет. Ну, с десяток точно. И я там
вот 10 лет уже работаю бесплатно. Понимаете? Ну как мне нравится моя группа ВКонтакте. Ни разу не взяла за это деньги. Ни разу не заработала на этом ни копья. Она мне просто нравится. Я ей просто увлекаюсь и просто это делаю. Делаю задания, потом выдаю дипломы. Мне муж даже под группу робота написал, чтобы он сам дипломы выдавал, а я туда только шаблоны и списки загружала. Муж это тоже сделал бесплатно. Вот. Но сам факт, понимаете? Делать что-то с любовью, делать что-то, что тебе нравится, делать то, чего ты кайфуешь, что тебя радует. Может, вот так. Попробуйте вообще не думать, что вы кому-то понравитесь или на этом заработаете. Попробуйте не так. Попробуйте себя именно порадовать. Вот я люблю цветы. Сегодня меня кто-то осудил за это. Раньше я не любила цветы, потом полюбила, чтобы дома стояли свежие букеты. Раньше терпеть этого не могла. Мне казалось, как можно срезать цветы. Потом понаблюдала за цветами. Поняла, что сколько бы они ни росли на корню, они на корню обязательно повянут. Какая тогда разница? И вот понимаете, мы всегда трансформируемся, мы всегда меняемся. Просто вам нужно расслабиться и понять, что жизнь-то она не такая длинная, как это может показаться. Тратить дни, часы, минуты просто так невозможно. Нужно каждый день жить на всю катушку. А еще, знаете, такой совет всегда дают. Представь, что ты завтра умрешь. Что ты сегодня будешь делать, да? Сделай, мол, это сегодня. Ну, конечно, не обязательно представлять, а просто вот задайте себе вопрос. Ну вот оставалось бы там мало жить. Что бы я сделал? Конечно, вы бы стали отрываться на всю катушку. Так отрывайтесь. Вот и все. Вот такая интересная вторая позиция. Хорошо, идем дальше. Третья позиция. Наш прозрачный. Прозрачный сердечком. Вот так бывает ведь, а. Итак, первая карта показывает, а вы в правильном направлении сейчас идете или нет? Может, вы ошиблись? А может, вы уже нашли свое направление? Вы еще раз спрашиваете, как вам найти себя? Может, вы около вашего направления ходите? Сейчас узнаем. Ага. Ну-ка, колитесь. Зачем вы смотрите мое видео? Вы сидите тут в медитативной позе и уже полностью укоренились и произрастаете в чем-то. У вас есть какое-то дело, которое вам очень, скорее всего, нравится. И вы в нем активно укрепляетесь. Может, вы хотите чего-то еще? Но на самом деле вы идете к благополучию, к балансу прямо сейчас. Вы уже почти в равновесии или вы в равновесии. И пустили, так скажем, такой вот росток. У вас, кстати, есть связь как с энергией Земли, так и с энергией космоса. Вы такой непростой человечек. И мое мнение, что вы знаете, кто вы. Вы знаете, зачем вы, какие у вас цели. Может, вы просто сейчас перегружены и заняты, я понимаю. Но это не значит, что вы не знаете себя или не нашли свое направление. Понимаете? Я думаю, что вы очень даже нашли себя. Очень даже. И оно у вас под носом произрастает. Хорошо. Ну, давайте все-таки спросим. Может, чего-то еще. Как вам найти себя? Так, значит. И куда вы будете... Видите? Даже схожие картинки. И куда вы будете, значит, какое направление, да? Куда вы двигаться будете сейчас. И начну я с первой карты, про которую я сказала, что она на вас похожа. Это карта доброты. Карта напоминает, что просто, чтобы найти себя, вам нужна доброта. И все. Быть добрым к себе, быть добрым к другим, быть добрее, все добрее и добрее. И чем добрее, тем лучше. Если вы будете рассуждать каждый раз только с позиции доброты, вы заметите то, что вы давно нашли себя. И то, что у вас уже все хорошо. И что вы можете просто двигаться дальше в отношениях. Вы знаете,
Вам вот как? Вы можете ковыряться очень много, да? В своем любимом человеке, в окружающих, искать недостатки в себе, в других, в близких, в родных, там, в коллегах по работе. А зачем? Зачем? А что бы сделала доброта? Спросите вот у себя каждый раз. Представьте, что доброта – это некий человек. И каждый раз, когда вы что-то делаете или стоите перед дилеммой, вот представляете человека доброту. Женщина или мужчина, неважно. Олицетворение доброты. Вот прям идеальная доброта. И спрашивайте себя. На моем месте как бы поступила доброта? Человек доброта. Что бы он делал? Как бы он себя вел в этой ситуации? Как бы действовал? И вы сразу же будете полностью определены, укоренены, иметь связь с космосом и знать свое дело. Понимаете? И ваше направление идет в отношения, в связи. Укрепление связи с людьми, укрепление любви, любовных отношений, быть в идеальной связи, у вас руки объединились. И вы пойдете дальше, вот именно в то, чтобы быть объединенными с другими людьми. Это важно. Вы всегда имеете право выбирать, кто вас окружает, с кем вы находитесь, с кем вы любите друг друга, с кем вы живете, с кем работаете, с кем у вас контракт. Вы всегда имеете право выбирать. Многие скажут, мы не можем выбирать детей, родственников. Но детей вы воспитываете сами. И каждый раз спрашивайте себя, а как воспитала бы этого ребенка доброта? А родственники, мы всегда имеем право общаться с ними или нет. Выбирать. Даже с родителями. Кажется, вот, родители, такие важные люди. Да, их надо почитать. К ним можно относиться очень снисходительно. Их можно любить, несмотря ни на что. Но если не вмоготу, вы можете не общаться. Вы можете когда-то перевоспитать себя, да, вот в плане доброты, и общаться с этой позиции. Но пока это вас отравляет, наверное, не стоит. Вы идете именно в хорошие отношения. Понимаете? Это важно в вашей жизни наиболее сейчас. Но в отношениях вам можно быть только с позиции доброты. Потому что все люди ошибаются. Вот ищет женщина, допустим, идеального партнера. Или он у нее, по сути, иногда уже есть. Но видит она кучу недостатков и в кандидатах, и в существующем человеке. Сразу спрашивайте себя про доброту, и все. И вы сразу же увидите, что в человеке есть еще и достоинство. По-любому. И опять же, к себе-то тоже нужно по-доброму относиться. Если вам не вмоготу, вы не дерево, вы можете отойти и не строить никаких связей с определенными личностями. И вот смотрите, дальше у вас идет почему-то карта, как неподвижности, что ли. Почему? Потому что в какой-то момент вам нужно закрепиться и поймать тишину, поймать вот отсутствие вот этого движения, а просто услышать вообще полностью голос своей души. Нужно иногда дарить себе состояние неподвижности, не суетиться, да, в жизни. А у вас даже вот эта вот первая карта сразу же показала. Вам нужна медитация иногда, вам нужна кристаллизация иногда, да. Вам нужно иногда быть в паузе, что ли. То есть после создания отношений вам нужно побыть в паузе. Но не в паузе отношений, а в паузе жизни. Вот, то есть созерцать жизнь какое-то время. Допустим, тихое семейное счастье. Или тихие какие-то рабочие взаимосвязи, контракты, но все стабильно. Вот должна быть какая-то стабильность в будущем. И вы ее достигнете. Вот такой интересный выпал. Третий вариант. Поблагодарите оракул. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.